Ассаламу алейкум, дорогие друзья, добрый вечер. Вот я читаю в разных телеграм-каналах, что Украина выиграла, Россия уходит, будут переговоры. Вот. Такие разные там интересные вещи пишут. Я вам говорю как воин. В Чеченской республике были террористы, экстремисты из разных государств, как сегодня в Украине. Из 52 или 58 стран. И пока мы их не уничтожили, у нас ничего не закончилось. Я вас уверяю, пока бандеровцы, нацики, и, как называют себя, исламские боевики, шайтаны, в Украине не может быть никакой нормальной жизни. И Украина должна сама уничтожить их или посадить пожизненно, или мы их уничтожим, или посадим пожизненно. Хочу вам сказать, вот сейчас время позднее, мои ребята в Мариуполе забрали 2 квартала. Бои не останавливаются и не будут останавливаться, пока мы не уничтожим последнего бандеровца. Но в Украине нет власти, чтобы вести переговоры. Там есть кукла, а кукловоды Запада в Европе сидят. Поэтому я вас прошу, господа, украинский народ, берите все в свои руки, станьте рядом с армией российской, и скажите своим сыновьям то же самое, которые служат в ВСУ, СБУ, не знаю, где они служат, чтобы они взаимодействовали с российскими военными. Тогда мы быстрее закончим и дадим тогда вам самим выбрать свою судьбу. А так, мы, воины, не согласны на эти переговоры, не на эти соглашения. Но это политическая воля, на это у нас есть президент. Как он скажет, так и должно быть. Мы воины, которые воюем, не намерены ни на шагу отступить. И мы призываем руководство государства, в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал. Мы с удовольствием поддержали и, умирая, отстаиваем, очищаем Украину от этих бандеровцев. Я потерял своих близких людей, раненые, также кто там воюет. Ребята сегодня очень без настроения. Я им сказал, абсолютно не беспокойтесь. Мы не дадим уйти этим шайтанам. Мы их уничтожим. Аллаху Акбар, Ахмад, сила. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, добрый вечер. Вот я читаю в разных телеграм-каналах, что Украина выиграла, Россия уходит, будут переговоры. Вот. Такие разные интересные вещи пишут. Я вам говорю как воин. В Чеченской республике были террористы, экстремисты из разных государств, как сегодня в Украине. Из 52 или 58 стран. И пока мы их не уничтожили, у нас ничего не закончилось. Я вас уверяю, пока бандеровцы, нацики, и, как называют себя, исламские боевики, шайтаны, в Украине не может быть никакой нормальной жизни. И Украина должна сама уничтожить их или посадить пожизненно, или мы их уничтожим, или посадим пожизненно. Хочу вам сказать, вот сейчас время позднее, мои ребята в Мариуполе забрали 2 квартала. Бои не останавливаются и не будут останавливаться, пока мы не уничтожим последнего бандеровца. Но в Украине нет власти, чтобы вести переговоры. Там есть кукла, а кукловоды Запада в Европе сидят. Поэтому я вас прошу, господа, украинский народ, берите все в свои руки, станьте рядом с армией российской, и скажите своим сыновьям то же самое, которые служат
ВСУ, СБУ, не знаю, где они служат, чтобы они взаимодействовали с российскими военными. Тогда мы быстрее закончим и дадим тогда вам самим выбрать свою судьбу. А так, да, мы, воины, да, не согласны на эти переговоры, не на эти, да, соглашения. Но это политическая, да, воля, на это у нас есть президент. Как он скажет, так и должно быть. Ну, мы воины, которые воюем, да, не намерены, да, ни на шагу отступить. И мы призываем руководство государства, в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал. Мы с удовольствием поддержали и, умирая, да, отстаиваем, очищаем, да, Украину от этих бандеровцев. Я потерял своих близких людей, раненые, да, также кто там воюет. Ребята сегодня, да, очень без настроения. Я им сказал, абсолютно не беспокойтесь, да. Мы не дадим уйти этим шайтанам. Мы их уничтожим. Аллаху Акбар, Ахмад, сила. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, добрый вечер. Вот я читаю в разных телеграм-каналах, что Украина выиграла, Россия уходит, будут переговоры. Вот. Такие разные там интересные вещи пишут. Я вам говорю как воин. Да. В Чеченской республике, да, были террористы, экстремисты, да, из разных государств, как сегодня в Украине, из 52 или 58 стран. И пока мы их не уничтожили, да, у нас ничего не закончилось. Да. Я вас уверяю, пока бандеровцы, нацики, и, как называют себя, исламские, да, боевики, шайтаны, в Украине не может быть никакой там, знаешь, нормальной жизни. И Украина должна сама уничтожить их или посадить пожизненно, или мы их уничтожим, или посадим пожизненно. Но хочу вам сказать, вот сейчас время позднее, да, ну, мои ребята в Мариуполе, да, забрали 2 квартала, да. Бои не останавливаются и не будут останавливаться, пока мы не уничтожим последнего бандеровца. На Украине нет власти, чтобы вести переговоры. Да. Там есть кукла, а кукловоды Запада в Европе сидят. Поэтому я вас прошу, господа, украинский народ, берите все в свои руки, станьте рядом с армией российской, да, и скажите своим сыновьям то же самое, которые служат в ВСУ, СБУ, не знаю, где они служат, чтобы они взаимодействовали с российскими военными. Тогда мы быстрее